Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Добрый вечер. 31 декабря 1994 года в истории чеченского народа. Для нас это не праздник. Для нас это день, когда чеченцы в очередной раз показали свою стойкость и силу духа. В этот день Россия совершает штурм нашей столицы, города Грозный. Этот штурм не был на самом деле внезапным. Он стал итогом месяцев давления, провокаций и политических решений. Я расскажу коротко, как это начиналось и к чему это пришло. С лета 1994 года Москва делает ставку не на переговоры, а на дестабилизацию Чечни изнутри. Формируется так называемая чеченская оппозиция, которая получает поддержку, вооружение и финансирование с территории России. И вот конфликт они пытаются предоставить как внутренний, хотя управление шло из Москвы. Да, были, к сожалению, военные стычки с сентября 1994 года. Главари этой так называемой чеченской оппозиции давали клятвы Москве, что вот-вот и они захватят Грозный. В ноябре 1994 года, а именно 26 ноября, эта схема проваливается. Попытка тайного штурма Грозного заканчивается поражением. Участие российских военных становится очевидным. Вот после этого скрытый сценарий сменяется открытым вводом войск. То есть после этого они начинают открытое вторжение 11 декабря 1994 года. Российские войска начинают утюжить территорию Чеченской Республики Ичкерия, наносить ковровые бомбардировки. Это чеченские села, это столица. Вот. И с нашей стороны, с чеченской стороны, все вот попытки предотвратить войну, вот нам не удалось ее предотвратить на самом деле. Было много заявлений с нашей стороны, со стороны политиков, военного командования. Вот, мы обращались к российской стороне, чтобы те сели за стол переговоров и предотвратили эту войну. Все эти заявления, обращения были проигнорированы. Россия думала, что вот-вот они захватят город Грозный и все закончится. Даже вот Павел Грачев, министр обороны, он клялся, он давал обещание, что вот 2 воздушно-десантными там полками, подразделениями он возьмет город Грозный за 2 часа. И хотел действительно взять город Грозный до 1 января. А 1 января у него там было день рождения. То есть на свой день рождения он хотел сделать такой подарок. И 31 декабря российская армада, это множество подразделений, я вам перечислю их, вторглись в город. Мы их пропустили до центра и начали громить. Горели танки, БМП, все горело. Все горело. Штурм для российских войск, для России был позорным. Какие подразделения вошли в город? Это 131-я мотострелковая бригада, так называемая Майкопская, полностью уничтожена. 81-й мотострелковый полк понес огромные потери. 276-й мотострелковый полк тоже понес огромные потери. 19-я мотострелковая дивизия, огромные потери. ОМОН, СОБР, внутренние войска. Затем уже начали закидывать морпехов. Затем уже всякого там рода с разными названиями спецназа, альфа, бета, гамма. Мы даже и сейчас их не помню названия. Вот. Все вот это время, во время этих уличных боев, наше командование обращалось к российскому командованию через радиостанцию. Вот, и обращалось единственным призывом, чтобы те
остановили боевые действия, столкновения на день, на два, чтобы российские войска могли собрать тела своих солдат, которые лежали на улицах Грозного. И после этих многочисленных предложений российская сторона всегда их отвергала и игнорировала. Я помню, когда российский генерал разговаривал с нашим чеченским генералом, с Асланом Асхадовым. Вот. Мой отец передает российскому генералу вот очередное вот это предложение, а тот ему отвечает, что вот вы должны выйти из президентского дворца и направляться по улице Роза Люксембург. Есть такая улица у нас в городе Грозном. Вот. И все должны идти цепочкой, без верхней одежды. Я помню, Масхадов высказался именно вот такими словами. Я говорю, говорит он, выслушал этот бред и потом спокойным голосом послал его туда, куда обычно посылают русские мужики. То есть послал далеко подальше. 31 декабря, вот этот штурм, очередной штурм, я это всегда так говорю, потому что до этого были еще штурмы, 26 ноября, еще один до этого был в сентябре-октябре. Все эти штурмы были позорными. Был штурм и 2 января, и после, и город Грозный стоял несколько месяцев. Я помню, когда Масхадов, он раскрыл такой секрет, сколько подразделений находилось в центре города Грозный, активных наших войск, которые сопротивлялись там нескольким дивизиям. Он говорил, например, там здание архива, там гостиница «Кавказ», это все в центре, там другое здание, вот это здание. В этих зданиях он называет такие цифры. В одном здании 20 человек, в другом 15, в другом 30. И это хватало, чтобы держать оборону, чтобы сдерживать вот эту армаду. И они первыми громили российские войска. Основные бои были возле ЖД вокзала. Там полегла целая майкопская бригада. В этом направлении воевал и отдал свою жизнь наш герой Али Адаев. Все его знают под позывным «Ламбада». Вот. И я помню, все это, возможно, вы тоже слышали, как он обращается к российскому офицеру, чтобы тот уехал домой, потому что он здесь умрет. И умрет за ни за что. Али говорит, что он на своей земле защищает свою родину и знает, за что готов умереть. Вот. И вот эта бригада погибла там. Да, погиб и Али, Алладей Калвойле, пусть Аллах примет его шахаду и газават. Вот, мы знаем, за что погибали наши герои, но мы не знаем, и они сами не знают, за что русские там погибали. Я хочу сказать, что мы этот бой выиграли, с уверенностью говорю. Бой и это сражение за город Грозный выиграли. Мы показали, что российская армия – это ничто. Это просто сборище, где нет ни командиров, где нет ни генералов умных. Какой дурак пошлет танки в город? Танки в город. Вот. И в первую очередь этот кошмар, который там они творили, это геноцид чеченского народа. Это трагедия чеченского народа. В эти дни, декабрь, январь, февраль, они утюжили этот город из-за своей слабости и безвыходности, из-за того, что они не могли взять этот город.
Они наносили ракетно-бомбовые удары, артиллерийские удары по всем жилым массивам. А там находились мирные жители. И в эти дни, вот, когда шли вот основные бои в январе, погибли десятки тысяч мирных жителей. Я скажу, что это не только чеченцы. Там гибли и русские. У нас жили и армяне, дагестанцы, ингуши, кабардинцы, евреи жили. Много национальностей находилось в Грозном, мирные жители. И российские войска их убивало всех подряд, не спрашивая, чеченец, не чеченец. Это были наши жители. Позже, после этих событий, российская пропаганда начала говорить, что вот они вторглись, вошли на территорию Чечни, как они говорят, чтобы навести конституционный порядок, чтобы не позволить чеченцам убивать русских. Они так говорили, якобы мы там убивали русских, мирных жителей, и они там пришли спасать их. А было совсем наоборот. Чеченцы и национальности, которые я перечислил, все вот эти люди, мирные жители, прятались в одном подвале от русских бомб. Я помню, что, к примеру, чеченская семья, да, их там по соседству там живут там, русские или украинцы или кто-то другой. Вот чеченцы отвозили этих людей к себе в села, где пока на тот момент было тихо. Помню, как-то мы пробирались в штаб, где находился отец. Мы ехали на машине, на УАЗике, и услышали плач возле подъезда. Машину остановили и увидели там мирных жителей. Вот они плачут, умоляют, там, увезите, отвезите нас. А мы как раз тогда попали под обстрел. Этот район начали обстреливать из минометов и из града. Так вот, пробираться дальше в штаб было небезопасно. Мы решили пока выехать из Грозного и потом уже заехать обратно на следующий день. Вот, мы вывезли эту семью. Это были русские. Мы не такие звери, каких нас представляют. Мы помогали, как это было возможно, всем. Вот. И сейчас я просто хочу, вот, вспоминая вот эти события, чему я был свидетелем, как и многие другие чеченцы, мы с уверенностью приводим такую параллель. Вот те 2 часа, которые давал Грачев нам, что вот он за 2 часа возьмет город Грозный. И там вот эти 2 часа, 2 дня, когда российские генералы начали обещать, что возьмут Киев. К примеру, я как вижу и как понимаю, они ума не набрались. Вот, не набрались. Как они могут давать такие обещания, когда вторгаются на чужую территорию и воюют с чужим, с другим народом? Народ всегда, куда вторглись на их территорию, воюет до конца. Это народная война для них. Вот поэтому они всегда побеждают. А эти российские оккупанты всегда проигрывают. Как я знаю эту историю. И вот привожу параллели, такие как начиналась война у нас, как началась война в Украине, почерк один и тот же. Российская сторона, там, Россия находит самых продажных, самых алчных таких, их руками пытается разделить народ, вот, как они делали с нами, как они делают там в Украине.
затем снабжают их оружием, затем начинается там стычки, война, затем они приходят, миротворцы якобы, затем уже пытаются оккупировать всю территорию. Вот то же самое и у нас происходило. Но еще раз скажу, для нас это не праздник, для нас это день, когда мы вспоминаем вот эти события, когда мы понимаем, что и тогда, и сегодня мы на правильном пути. Вот. И для нас это день, 31 декабря, это когда мы с надеждой думаем об одном. Вот ушел год, да? Ничего хорошего там, можно сказать, в этом году не было. Я почему так говорю? Конечно, хорошее было, но я в первую очередь, к примеру, беспокоюсь за людей своих, которых терроризируют, которые находятся под диктатом, под давлением, которых насильно отправляют в Украину, в основном молодежь. Вот я поэтому говорю, что вот уходящий год унесет все эти проблемы, а вот приходящий год нам принесет что-то новое, что все плохое уйдет. Вот эти Путины, вот эти Кадыровы и так далее и тому подобное, которые пришли на крови наших народов. И на крови чеченцев, и на крови грузин, и на крови украинцев. Вот. Я надеюсь, что все это прекратится.